А в некотором царстве, по документам в государстве, жили-были два Владимира Владимировича. Один из них любил попиздеть о политике и звали его Познер, а второй постоянно пиздел, потому что был политиком, и звали его Картошкой. И вот однажды при помощи продажных хохлов и наглой клеветы украли как-то у Путина картошки международный авторитет. Тогда собрался в путь-дорогу наш царевич, со всеми попрощался и пошел свой авторитет возвращать. Шел он лесом, всяко лучше, чем по российским дорогам. И тут навстречу ему хозяйка шенгенской опушки. Баба я, не ругаюсь с Путиным, потому что ссу. Ну, здравствуй, Володя. Какими судьбами на нашей опушке? Да вот, долбаные украинские нацисты ему международный авторитет подорвали. Нацисты? Какой ужас! Это которые вот в таких костюмах ходят и вот так вот зиги кидают? Ну да. Вот придурки, то есть сначала они против этого воевали, а теперь под руководством евреев идея фашизма им понравилась. Ага, а самое смешное, что этих евреев-фашистов финансирует негр. Не шути так больше, вдруг он меня опять прослушивает. Но если сидеть тут и ничего не делать, скоро он за тобой еще и подглядывать начнет. Пошли со мной, вместе у нас больше шансов его одолеть. И пошли царевич и представительница Евросоюза дальше. А навстречу им другой союз, точнее его верный хранитель Лукащей Бессмертный. О, здорово, Ван! Чё, опять надо с продуктами помочь? Ты и так настолько сильно помогаешь, что я уже сам в твои продукты превратился. Да, а я думаю, что это мне уже везде картошка мерещится. Фу, а это что за некрасивая старуха? Ты ж вроде со своей женой давно развелся. Я, между прочим, канцлер Германии, и мы идем возвращать свой международный авторитет. А что это? У меня такого никогда не было. Это когда тебя боятся не только трактористы и доярки, но еще и те, кто книжки читают. О, интересно! Ну тогда я пойду с вами. И вот царевич со своими союзниками прошли еще несколько метров и пришли к белой пещере чудища демократического. Выходи, мразь поганая, и сразись со мной. Ебать, кажется, я обосрался. А я так и знал, что не могут три разных существа быть одинаково ебнутыми. Ты сможешь вернуть свой международный авторитет только через мой труп. Давай, Порошенко, сожги их. Кажется, у меня газ кончился. Тогда запускайте санкциомет. Мое оружие, конечно, менее пафосное, но зато более эффективное. Наконец-то чары демократии спали. И теперь мы снова нормальные люди. Нихуя себе! Смотрите, каких уродов из нас атомная бомба сделала! Сестра, скальпель. Сестра, почему инструменты вечно в каком-то дерьме?